Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Регулирование цен на медицину и новые тарифы на РИЦу. Правительство Абхазии приняло ряд важных постановлений. Подготовка к выборам депутатов, сотрудничество с Амцахары, увековечение памяти добровольцев, репортаж заседания политсовета партии Айтейра. В Галии открылись курсы повышения квалификации для учителей абхазского языка и литературы. Президент Бадрагунба встретился с секретарем Общественной палаты 6-го созыва Гули Кичба. Обсуждались итоги работы уходящего созыва и планы, связанные с формированием нового 7-го состава Общественной палаты. Глава государства поблагодарил Гули Кичба и всех, кто входил в 6-й состав Общественной палаты, отметив их значимую роль в достижении гражданского согласия. Хатырско Гули Михайлов хат в Пашастерство Хопшира хатала, а Кершукс важлар палата Дабхгар зажуй таважлар палата Барташукскую тагдзена Хатырско цханы галит аважлари амчри рабжара а градзана котапсны хватышун палара убретышун палара хна шара шлохола шахара кухазики бзидзаны яхдырот شرا شیبش کی تبو بحرس فرست خوب اف بود بیایل زار خطر نکتر یحضرت و خاطرک سکرتر چیپ یوز دویچی چیپ یوز لودمیلا رادیون یبحال یوزچ اگر هواجلر ریمدر ریببر تشون دلارا از زارک خودن راج دار ایزولن حبخ قیش تو زارک ایمریزام уже абишбаби лазара русура абасепшатышын лара харакаршны хазнепха убреусна гырдз шугугод шарапыша душему пехаужранз ишизгваста зепш аважла палата инрыкцу аус хара ламкала асчлум хара заход ахадзглара заход уже его имя пасыз аважла форум яра аважлар палата хаквертак дзена дара кырцас кухтасубха изис пхедзот форумок на алказ зыжвоз а резолюция и намадана апаза министр хапи хамо а министр чрел зара ацар топ абартажа лагалока хорейм гагва шитангала асхоцразуна алга хатзана обстазаркны хархоразы. Итабу бадрзурабипа жара ахаркны шит харахусура афбат би харазакафбат яважат палата бри ечнака за форумом яра яусушаума зиги хахибартана абаса бартазарахраква азарах да курча хазнеуит ри харах валпшоп харахунткара ашақақва ицеги харварс ицегаймадара ахунткари аважлар жгны шараш хатала аважлар хабри а депутат Шарахик иqash цазар шарчубрей шербит на суи ишмербазерки шарашусар убри яхот абри хаймадара айша юра диалог хазшу абри пымqrada ицарца захан ициги ажлар хайд накылот харай хабхазот шергиш хабхазот убриагана хала хауси сура хаймадара ициги рпо харцоп яхтаху. Кабмин Абхазии принял отчет об исполнении республиканского бюджета и отчет об исполнении бюджетов 6 внебюджетных фондов за 2025 год. На заседании члены правительства рассмотрели 13 вопросов повестки дня. В том числе приняли постановление о регулировании цен на платные медицинские услуги в государственных медучреждениях. Также установлена новая цена на посещение Рицинского национального парка. Все подробности в материале Шазины Ханагуа. Первый вопрос в повестке дня – отчет об исполнении бюджета за 2025 год. Государственный бюджет составил по доходам 21,7 миллиардов рублей. Если говорить о расходах, то они удержали уровень в 25 миллиардов рублей.
Если госбюджет сравнивать с 2024 годом, то он вырос на 6 миллиардов рублей и составил 38% роста. И это все благодаря увеличению финансовой помощи России. Отчет зачитал на государственном языке министр финансов Саид Кубаз. Республика бюджета хашала тухта юнески жёхба шуксаза и шукнаргылит жибиж миллиарды пшини жба миллион мат. Вах яхабхедзалу. Ашахпи ятоми ахашала. А миллиардки пшиши юнижи пшба миллион матер он зайнагзан. Мамзар шихба процент опланер баз арбагаква он. Хода всада пе финанс цхара раяез. А миллиардки фыш юнижи хба миллион мат. Мамзар пшини жижа процент опланер баз арбагаква он. Почти 80% собственных доходов поступили за счет средств, администрируемых Министерством по налогам и сборам и Государственным таможенным комитетом. За 2025 год из республиканского бюджета на 17 целевых программ и по 11 другим направлениям было выделено более 1 миллиарда рублей. Беспрецедентный уровень расходов в прошлом году на систему здравоохранения. Больше 760 миллионов рублей потрачено. Это, конечно, очень важное направление, и мы, безусловно, будем наращивать. Не менее важно явилось в предыдущем году и направление по поддержке энергетической отрасли. 1 миллиард 20 миллионов рублей было потрачено на эти цели, с которых 850 миллионов рублей на оплату электроэнергии, приобретаемой в Российской Федерации, и 190 миллионов рублей в качестве авансового платежа на приобретение приборов учета. Средний размер заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы тоже позволило изменить ситуацию в социальной сфере. Понятно, что этого не хватает, но это ежегодная индексация, которая дает возможность нам увеличивать фонд оплаты труда. Там еще очень много работы в этой сфере, но тем не менее. По отношению к 2024 году у нас доходы собственные выросли на 1 миллиард 300 миллионов рублей. Это достаточно высокий показатель в нынешних условиях. Кабинет министров также принял отчеты об исполнении 6 внебюджетных фондов республики за 2025 год. Так, например, расходы Государственного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии составляют 258 миллионов рублей. Только на социальную поддержку инвалидов ушло 230 миллионов 363 тысячи рублей. За отчетный период от ветеранов было принято 1651 заявка. Председатель фонда Дмитрий Тарба отметил, что большая часть расходов уходит на приобретение слуховых аппаратов. Материальную помощь на обследование за пределы Российской Федерации 56 человек. На обследование тоже правление 10 тысяч выделяется, 560 тысяч. Помощь семьям на погребение, к сожалению, в этом 25 год 64 человека у нас умерло. По 100 тысяч мы на погребение даем. Стоматологические услуги 213 человек обслужили. 19 миллионов 414 тысяч 856 рублей. Приобретение медикаментов 70 миллионов 356 тысяч 351 рубль. Кабинет министров рассмотрел и принял постановление об определении цен на платные медицинские услуги в государственных медицинских учреждениях страны. Согласно документу, предельный размер торговой надбавки на указанные услуги не должен превышать 30%. Цены утверждаются учреждениями по согласованию с Министерством здравоохранения. Это поручение президента. Над этим поручением президента мы долгое время работали. Вот пришло время, когда уже мы все это дело реализуем, подходим к финишу. Значит, по срокам это 1 июня, когда будут оказываться платные медицинские услуги иностранным гражданам. И мы говорим о том, что у нас наши сотрудники уже проходили в российских клиниках специальную практику для того, чтобы посмотреть, как это все работает в ведущих российских клиниках, и уже потом адаптировать непосредственно в наши лечебные учреждения. Создается теперь уже и конкурентная среда среди государственных медицинских учреждений. Это
откроет новые возможности, в том числе для стимулирования медицинских работников, в том числе для совершенствования системы здравоохранения. Важнейшее решение, очень рассчитываем, что оно найдет понимание во всем медицинском сообществе. Мы очень часто и предметно об этом говорили с работниками системы здравоохранения, с руководством Министерства здравоохранения. Важный этап, важный шаг. Его надо было сделать. Далее члены правительства рассмотрели вопрос о льготном обеспечении лекарственными средствами и медицинскими изделиями инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Суть документа заключается в создании единого правового механизма, который позволит инвалидам первой, второй и третьей группы получать необходимые препараты бесплатно в государственных аптечных учреждениях. Финансирование данных расходов в полном объеме закрепляется за профильным внебюджетным фондом инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Проект предусматривает четкое разделение процедур обеспечения при амбулаторном и стационарном лечении. Соответствующие порядки будут утверждены Министерством социального обеспечения совместно с Минздравом после принятия данного постановления. Это позволит исключить неопределенность применения и обеспечить бесперебойное снабжение инвалидов войны медикаментами. Увеличена стоимость билетов на посещение Ритинского реликтового национального парка. Теперь взрослый билет будет стоить 1000 рублей, 500 рублей детский билет. В прошлом году было реализовано 457 тысяч билетов, из них детских 33 тысячи. Общая сумма выручки составила 303 миллиона рублей. Естественно, со временем за счет инфляционных процессов стоимость, которая была ранее установлена, уже теряет свою актуальность в силу увеличения расходной базы самого учреждения национального парка, в связи с чем инициируем вопрос повышения стоимости билетов на посещение. На текущий момент стоимость билетов составляет 700 рублей для взрослых и 200 рублей детский билет. Предлагаемым проектом предусматривается увеличение стоимости билетов на посещение до 1000 рублей для взрослых и до 500 рублей для детей от 8 до 12 лет. При этом проект содержит ряд категорий льготных. К ним относятся граждане Республики Абхазия. Соответственно, при предъявлении документа, подтверждающего это, дети до 8 лет вне зависимости от гражданства, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды, и ветераны-инвалиды Отечественной войны народа Абхазии при предъявлении соответствующих документов также допускаются к посещению без уплаты стоимости входного билета. Члены правительства утвердили план мероприятий по реинтродукции горного зубра на территории Республики Абхазия. Проект разработан и представлен совместно с депутатом Народного собрания Резу Зантария и Госкомитетом по экологии и природопользованию. Согласно достигнутым договоренностям, абхазской стороне будет безвозмездно передано 6 особей горного зубра. Нала Чхинджирия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Курсы повышения квалификации для учителей абхазского языка и литературы открылись в Севгалском гуманитарно-техническом колледже. Программа ориентирована на педагогов, работающих в школах района. Курсы организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при АГУ совместно с Министерством просвещения. Аэлита Рутюнян расскажет детали. Слушатели с интересом вникают в каждое предложение, ведь эти навыки обязательно пригодятся им в будущем. Мы все знаем, абхазский язык является государственным языком в нашей стране, и преподавание этого языка является обязательным. Это государственной важности дело. Поэтому преподаванию абхазского языка во всех районах Абхазии, а тем более в Галском районе, нужно подходить с большим профессионализмом. Вот. И любые такого рода мероприятия, где проходит повышение квалификации преподавателями, является особым событием в деле воспитания и обучения
подрастающего поколения. Основная цель обучения – профессиональное развитие учителей и ознакомление с актуальными методиками преподавания. Формат программы – очно-заочный. Установочная сессия продлится до 3 апреля, после чего работа продолжится дистанционно. Хибла Шамба, первый заместитель министра просвещения Абхазии, отметила, что курсы с выездом в район проводятся впервые. Раньше эти курсы организовывались в Сухуми. Наши языковеды постараются свою работу так организовать, чтобы донести до учителей какие-то новые методики, которые помогут им в работе с молодежью. Очень надеемся на то, что результаты будут хорошие. Курсы проводят ученые и языковеды АГУ. Теория важна так же, как практика. Поэтому практическая часть на курсах дается своевременно, чтобы закрепить полученные знания. На практике слушатели выполняют различные упражнения когнитивного, коммуникативного характера. Проводятся интерактивные занятия. В Абхазии, в наших школах, в русских школах, в армянских школах есть специальная методика, которая, конечно, резко отличается от методик родных языков, преподавания, обучения родных языков. Мы даем своим слушателям, не первый раз мы с ними работаем, они очень активно работают, Гальский район, и даем последние методы, которые являются актуальными в наше время. Это не значит, что мы отказываемся от традиции. Традиционная методика, конечно, существует. Мы не можем отказываться от традиционной методики, но плюс еще работаем над новыми технологиями, которые, значит, очень помогают обучению второму языку. Согласно учебному плану Министерства просвещения, абхазский язык в Галском районе преподается с 1 класса, в отличие от других районов, где он изучается со 2 класса. Очень полезное будет сегодняшнее мероприятие. Много внимания Минпрос и Абхазский государственный университет делает для нашего района. Впервые проводится не сам повышение квалификации, а именно на площадке нашего района, за что еще раз благодарим наше руководство. Курсы организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки специалистов при Абхазском государственном университете совместно с Министерством просвещения. Цель наших курсов – это совершенствование компетенции учителя в области изучения абхазского языка, необходимой для профессиональной деятельности, создание широкой теоретической базы, знакомство учителей с наиболее важными современными методиками преподавания абхазского языка в этих школах. Какова роль учителя в изучении абхазского языка для учащихся Галского района и для всей нашей республики? Все эти вопросы будут подниматься на курсах повышения квалификации. По завершении занятий успешно завершившим программу вручат сертификаты о прохождении курсов квалификации. Айлита Арутюняна Ахрамичпа, Абхазское телевидение. Депутат парламента Леонид Лакирбая не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах в Народное собрание. Об этом он сообщил на заседании Политсовета партии Айтейра. Но партия готова поддержать тех кандидатов, которые будут достойно представлять страну в законодательном органе. Также на заседании обсуждался вопрос установки памятника добровольцам в Парке Славы. Эсма Джикирба расскажет подробнее. На повестке заседания Политсовета политической партии Айтейра 3 вопроса. Один из них – предстоящие выборы в Народное собрание и подготовка к ним. Согласно закону, политические партии имеют право выдвигать своих кандидатов во всех округах и поддерживать тех, кто сам выдвигается. Председатель партии Леонид Лакирбая призвал соратников принять активное участие в обсуждении кандидатур, которые достойно смогут представить партию в парламенте. Я, естественно, больше ни в какой парламент не иду. Значит, это просто смешно идти человеку, который уже будет 81 год. Значит, это первое. И второе, значит, у нас есть наш актив, этот Александр Анкваб. Значит, ждем его слова, как он отреагирует. Ну, естественно, если он будет идти, станем рядом. Тут, я думаю,
нет у нас никаких вопросов. Далее на повестке дня вопрос подписания обновленного соглашения с политической партией Амцахара. Договор о сотрудничестве между двумя партиями был подписан еще в 2020 году и действует без ограничения по сроку. К слову сказать, у Амцахара и Айтейра давний союз еще с 2004 года. Партии придерживаются одного политического курса и оказывают взаимную поддержку. Предложение обновить соглашение поступило от партии Амцахара, и Айтейра поддержала инициативу, добавив несколько пунктов в текст договора. К примеру, формирование общей позиции, публичная поддержка инициатив, правомерных действий, законных решений президента и органов власти. То есть не то, что вот я хаззаги хакшахату. Если мы считаем, что это правомерно, что это в интересах, значит, нашего народа, нашего государства, мы будем оказывать поддержку. И укрепление российско-абхазского сотрудничества. Я хочу этот пункт особо прописать, потому что и нам нельзя допускать никаких моментов, которые могут подставить под сомнение российско-абхазское сотрудничество. Как известно, руководитель партии Айтейра Леонид Лакербая является и руководителем благотворительного фонда «Помним», который занимается вопросами добровольцев. Организация уже провела много мероприятий по данному вопросу, но не сумела добиться одного – открытия памятника добровольцам в парке боевой славы в Сухуми. Третий вопрос был посвящен этому. С 2012 года в Абхазии 15 августа отмечают День добровольца. Но этого мало, если брать во внимание их вклад в победу. С учетом того, что Генеральная ассамблея ООН объявила 2026 Международным годом добровольцев, по словам Лакербая, самое время решить этот вопрос. Я смотрел интервью нашего президента, значит, одному из журналистов, когда было сказано, что одна из организаций ветеранов предлагает установить памятник, значит, участникам специальной военной операции. Президент это поддержал. Меня, честно говоря, это задело. В каком плане задело? Я не против памятника тем, кто участвует в СВО. Но мне просто было обидно, что те же ветеранские организации ни разу не поддержали, когда мы говорили о том, что надо в городе Сухум иметь памятник добровольцам. И мы до сих пор в столице не имеем этого памятника. И я считаю, что мы должны этот вопрос поставить перед нашим руководством, если хотите, жестко и четко. В парке Славы должно быть место, где должен быть памятник добровольцам. Леонид Лакербай озвучил еще несколько инициатив. К примеру, посетить все могилы добровольцев на территории Абхазии и облагородить их. По предварительным данным, по Северному Кавказу более 30 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии сейчас принимают участие в специальной военной операции. Фонд «Помним» планирует посетить таких добровольцев. Первым в списке Мурат Жиров из Черкеска. Он 20-летним парнем воевал в Абхазии и сейчас участник СВО, где получил тяжелое ранение и периодически находится на лечении в госпитале. Президент Абхазии Бадра Гумба уже поддержал данную инициативу. И еще одно. Фонд «Помним» предлагает обратиться к правительству Российской Федерации с просьбой о присвоении добровольцам нашей войны статуса участников боевых действий. Я вот поднял этот российский закон о ветеранах. И здесь этот ветеран боевых действий – это особый статус человека, который выполнял задачи военного характера в интересах России. Ну, извините, эти ребята воевали, они шли сюда не с какой-то политической целью, но на самом деле они воевали в интересах России. Потому что в противном случае, если бы не было этого, если бы не была одержана та победа, которая была, граница между НАТО и Россией давно была бы паритет ПСО. И вот я считаю, что мы можем и должны поставить этот вопрос. Члены Политсовета высказали свои замечания по всем инициативам, озвученным на заседании, и единогласно проголосовали за внесенные предложения. Эсма Джикерба, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. Фасады двух многоквартирных домов, расположенных напротив Сухумского вокзала, будут отремонтированы. Глава столицы Тимур Агарба поручил подготовить проектно-сметную документацию работ по восстановлению фасадов домов 64-74 на улице Дзидзария, сообщила пресс-служба городской администрации. Эти дома находятся напротив вокзала, куда прибывают гости нашего города. Первое, что видят люди, это неприглядные фасады, выходящие на проезжую часть центральной улицы. Поэтому принято решение о начале их ремонта. Поэтапно мы будем проводить в порядок и другие объекты, отметил Агарба. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки.
По сообщению Гидромедцентра, 31 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен туман, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 10-15 градусов. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.